Этим ты другу окажешь медвежью услугу. То есть Salam mehmaniyleşler, size elim qowluklarını arzu etmek bilen mertebe ýetişimizin nowatda tanyna başlaýar. Ine şuun Balkanawa şäherimizde ýerleşýän ýürütülüşdiren Ýerim Jokta mekdebinde mihmançylykda Halipa mugallim, belli pedagog, welaýatymyzda belli pedagog Güljamal Geldiýew Öraýanyň sınıf otagyny. Güljamal Öraýany ilki bilen özüňizi ýyllaşdyrda tanysydýarsyňyz. здравствуйте, я учитель русского языка и литературы Гильдеева Гульджамал Раевна. Работаю в школе с 1981 года, окончила Государственный университет имени Мактумпули в 1981 году. Сейчас являюсь учителем высшей категории, преподаю в настоящее время русский язык в этой данной школе, 22-й школе, да, специализированной 22-й школе. Güljamal Öraýna, näse şeýle soramyz bar. Şu rus dili dersine bolan, ýani rus dili diline bolan höwes kim döret size? Ну, я сама вот когда училась в школе, я почувствовала, что мне очень прям с радостью я ходила на уроки русского языка и литературы. Я чувствовала, что прям хорошо дается. У нас была классный руководитель Вера Павловна Колодкина, вот. И она еще сама была очень доброй души человек, и русский язык очень так грамотно, тщательно она преподавала. И мне очень нравились, помню, комментированные диктанты, всегда с удовольствием. Очень почувствовала, что я очень хочу именно посвятить себя русскому языку и литературе, быть учителем русского языка и литературы. Университетте А в университете у меня была куратором Гузель Таганна, да, и она была учителем, преподавателем языкознания, тоже очень добрейший человек, грамотный, вот, и она тоже у меня была прекрасным куратором. Ne işe yan başlan döwrüňizde ilk wagtda, ýani 81-nji ýylda, 1981-nji ýylda işe başladyňyzda. Да. Awa şo wagtda haýsy näçin sınıflardan okutup başladyňyz? Kiçik sınıflarmy, uly sınıflar okutup başladyňyz? Вы знаете, да, были абсолютно разные. Были и младшие классы, средние классы, и были старшие классы, самые разнообразные. Даже и сейчас, по настоящее время, я работаю в 8-х в данный момент, в 11-12 классах я работаю, в 9 классе. Да, работаю. Каждый раз детей готовим к олимпиадам, потому что здесь преподавать, конечно, наша задача прививать любовь к языку. И самая основная задача нам развить разговорной речи учащихся. Вот этому вниманию мы очень большое внимание уделяем. Об этом скажут наши работы, наши грамоты, наши дипломы в городском масштабе, в вилаятском масштабе, в государственном масштабе. Вот. Güljamal Öraýna, çağala gelýär-de öňünde. Şolar bilen nähili işe başlama, nähili işleme şolar bilen? Первых, вторых, четвертых и да вообще во всех классах, но основно в начальных классах обязательно вести игровую форму, в игровой форме. И, конечно, здесь должна быть не только строгость присутствия, но и доброта учителя, чтобы приблизить, да, доброта учителя, чтобы у Вероники Тушновой же наш добрый и строгий учитель. Вот. Обязательно в игровой форме, побольше с ними. Если даже вы рисуете что-то, то обязательно надо ходить и разговаривать с ними. Что? А это что за прямая? А это что? Обязательно разговаривать нужно с детьми. Что нарисовать? Окно. А это что? Это труба. Какая труба? Дымовая труба. Обязательно нужно разговаривать, диалоги вести с детьми. Дети, они очень в этом плане быстро устают, их тоже нагружать сильно нельзя. Вот. И побольше наглядности, побольше игр, побольше разговаривать с детьми начальных классов. Güljamal Öraýna, tapakda türkmençe gurulamak zerurmy? Rus dil tapagyna. Да, большая часть, конечно, мы общаемся на русском языке с детьми, но бывают иногда сложные термины, что детям надо все-таки разъяснить. Но в начальных классах ребенок тем более пришел, если сейчас такой особенно языковой среды нет, то ребенку, конечно, если смысл непонятен, то приемлем все-таки перевод. Перевод приемлем. Но основная часть должна проходить на русском языке, именно показательно. Если мы показываем предмет, ребенку уже ясно значение этого слова на русском,
на русском языке. Бывает иногда термины в старших классах тоже проходишь, обстоятельства, все. Нужно иногда, я думаю, что нужно будет, иногда перевести, например, обстоятельства, хвалат, дополнение долдыргыч, чтобы им было понятно. Потому что иногда бывает сопоставительная грамматика. Там иногда схожесть идет с туркменским вариантом, а иногда нет. Например, нет родовой принадлежности у детей в туркменском языке, нет родовой принадлежности. Ол – мальчик, ол – девочка, а в русском языке есть родовая принадлежность. Здесь поэтому нужно смотреть. Dürücülüğü bilen döreden görkezme saklanan var. Mümkün olsa şolar var adaydan. Да. Ну вот я подготовила вот русский язык, вот такие таблички у нас тоже. Конечно, объяснение должно быть доступным, ясным, потом все это теория, потом идет практика. Но вот это наглядное пособие, я думаю, тоже они не помешают. Вот я подготовила ряд таблиц таких, разбор слова по составу, вот как проводится, двойные согласные. Вот. Тема звуки буквы, согласные звуки. Да. Различая приставки и предлоги, словосочетания. Ну, дальше. Способ обозначения мягкости согласных звуков. Разделительно мягкий знак. Однородные члены предложения. Вот примерно вот такого типа мы готовим и используем это на уроке. Также у меня есть пособие по литературе. Пособие по литературе чуть-чуть. Дайте вот немножко так, да. Вот, пособие по литературе, да, там тоже. Ну, здесь вот обязательно вот мы показываем детям обязательно хорошо. Вот. И интерактивную доску подключаем, если у нас Александр Пушкин, вот, пожалуйста. Атака Ушутов, про Льва Николаевича Толстого, пожалуйста. Ну, очень много здесь, обо всем не расскажешь. Вот, Льва Николаевича Толстого, почти что в каждом произведении, изучаем их произведения. Василий Быкова, вот, изучаем сейчас в 10 классе. Расул Гамзатов, очень много произведений. Вот Шукур Бакши недавно изучали произведения, да. У нас была и презентация, и сценарий был у нас на уроке открытом, и отрывки из фильма дети узнавали, о чем говорили артисты, герои этого произведения. Вот. По произведению Нуры Сарыханова. Вот, пожалуйста, здесь об истории Дутары мы рассказали. Вот, рассказали вот эту историю о том, как Шукур Бакши пошел не войной, а миром пошел. Yani bärde çağda Türkmen dili edebiyat tapağına öwrenen zatlaryny rus dili tapağına ýem hassa kämilleşdirip bilýär. Mogalim dowam edeýin. Yani görkezme saklary boýunça. Вот я по литературе показала. Вот мы также изучаем почти на каждом уроке и туркменскую литературу изучаем. Вот у меня специально есть портреты туркменских писателей, поэтов. Вот. И вот буквально 300-летие, вот недавно мы тоже, у нас неделя русского языка была, мы говорили о Мактункули. У меня там стенд тоже висит о нем. Вот. Изучаем произведения вот этих поэтов, писателей. Я это все вот использую на уроке. Вот. Это очень нужное все. Очень нужное. Да, туркменские поэты, писатели. Да, обязательно дети должны видеть. Зелили недавно проходили, Сиеди недавно проходили, Молани Песа проходили. Конечно, обязательно детям нужно показать, чтобы дети видели. Да. Ну, также я вот подготовила насчет русского языка грамматические кластеры. Да. Вот это все мое грамматический кластер. Вот здесь тоже они очень хорошие. Вот, чередующие безударные гласные. Вот такие кластеры. Разряды местоимений. Да, разряды местоимений. Молодцы, да, молодцы, правильно. Да. Самые разные. Вот стенд целый у меня есть. Да. Вот такие кластеры. Да. Есть и таблицы, есть и кластеры. Вот это все я сама готовлю. Все сама. Да, грамматические кластеры, да. Ну вот, допустим, мы проходим количественно-числительные. Вот, пожалуйста.
количественные, числительные проходим, числительные, порядковые, собирательные, числительные. И вот тоже детям тоже интересно. Вот в форме задачек мы проводим, вот, пожалуйста. Вот. Дурсун прочитала Мишки 3 сказки про животных и 4 волшебные сказки. Сколько всего сказок прочитал Дурсун Мишки. Вот такой вот типа. Вот. Вот видите, разные. Вот. Здесь нужно поставьте между числительными знак равенства или неравенства. Читайте выражения на русском языке. Вот, пожалуйста, всякие вот задачки такие вот. Вот там очень много там. Yani çağlarım, sal rus dilini öldürmüne tehir eden orkazmak farklı. Мгм. Да, это вот мы изучаем числительные. Потом подготовила вот эти скороговорки тоже. Иллюстрированные скороговорки. Это здесь есть и русский вариант, и туркменский вариант, и дети еще зрительно воспринимают. Абрикос и ананас. Очень вкусный у вас, очень вкусный у вас. Абрикос и ананас. Эрик ve ананас. Сидеврян тагамлы. Эрик и ананас. И так далее. Но это много, да, очень много таких вот. Бык, узнавший букву «ы», говорит не «му», а «мы». Вот, пожалуйста, и русский вариант, и туркменский. И в то же время здесь есть наглядно, они все видят. Вот. Да, очень много. Кто протопал? Конь протопал. Кто прошлепал? Гусь прошлепал. И опять-таки есть и туркменский вариант, и зрительно они воспринимают. Rus diline tercüme özümü Да, терджим сделали. Вот. Купи кипу книг купить. Бірдан китап сатана, бірдан китап. Вот, пожалуйста. Очень много, да. Здесь, около 200 где-то, их очень много. Очень много здесь, очень. Здесь вот все вот эти скороговорки. И когда вот речь у ребенка немножечко неправильное произношение, то здесь очень хорошая тренировка тоже для логопеда, тоже произносим вот такие скороговорки. Они нашу речь делают чище, яснее, правильнее. Вот это все у меня скороговорки. Да, так. Ну, еще вот фразеологизмы. Вот фразеологизм, например. У меня вот там специально есть такой альбом, вот, да, в стране фразеологизмов, да. Постоянно мы нашу речь обогащают, вот, как бы один из разделов лексики. Ну, например, мы говорим, вот так я детям говорю, они должны продолжить. Вот. Мы исходили вдоль и поперек. Вот, допустим, вот такое задание даю. Мы исходили городок, буквально вдоль и поперек. И так устали мы в дороге, что еле волокли мы ноги. Вот, пожалуйста. Они используют эти фразеологизмы. Конечно, мы раскрываем смысл. Или вот, например, вот такой вот. Вот. Фальшивят, путают слова, поют то в лес под дрова. Ребята слушать их не станут, от этой песни уши вянут. Вот, пожалуйста. Дальше. Вот я все уже, наверное, не буду, потому что здесь время занимает, наверное. Дружней этих двух ребят на свете не найти. О них обычно говорят водой, что их водой не разольешь. Да. Ну вот еще вот одно расскажу вам немножечко. Вот. Ученик у доски повесил нос, коснеет он до корней волос. Он в этот час, как говорится, готов сквозь землю провалиться. О чем же думал он вчера, когда баклуши бил с утра? И, конечно же, мы разъясняем, когда мы используем вот эти фразеологизмы. Тоже очень интересно. Да, я подготовила еще несколько вот таких пособий, тестов, да, для разных классов. Да, это очень хорошо, когда мы подводим итог темы урока. Вот. Или готовимся к олимпиадам. Поэтому вот эти пособия, они очень тоже помогают, да, при закреплении темы и также при подготовке к олимпиадам по русскому языку, да. Да, вот такие мы готовим книжечки, вот такие вот, да. Ну, это у меня вот такая книжечка, иллюстрированные скороговорочки, то они у меня вот отдельно вот идут в таблицах. Ну, а это уже в самой книжке. Вот, пожалуйста. Здесь идет русско-туркменский вариант и, конечно, наглядность. Зрительно дети воспринимают, произносят. Вы даже можете, когда организационный момент, проговаривать вот эти скороговорочки только на пользу для ясности речи, для правильного произношения слов, предложений. Вот. Так что пособий у нас много, хватает всего.
Это открытые уроки, как мы проводим, тоже оформление вот этих. Вот, обязательно вот проводим презентацию уроков, проводим. Вот. Hepteliklarda Да. Это презентация самих уроков. Конечно, есть и такой вариант, электронный вариант, и так тоже записаны. Вот. Это тоже я подготовила, работаю как особенность подготовки школьников к олимпиадам по русскому языку. Какая ведется мною работа. Работа очень кропотливая и долгая. Да. И самое главное, правильно нужно не так записывать все в одной тетради, а по полочкам. Литература, теория, практика, русский язык, теория, практика, пословицы, поговорки, обязательно устойчивое сочетание слов. Все нужно отдельно проводить, чтобы был какой-то результат. Guljamal öğrenene şuma halsız öz dörücülük ıslahatına verilen neticesinden tayarlan görkezine saklamayı bize görkezine tanış ettiniz. Yine şu okusulan arasında öz dörücülük açan ıslahatı bilen bir öz dörücülük açan çağlar vardı. Gururmersin. Olan tayarlan işler vardı bir aytıp verdiniz. Талантливых детей очень много. Просто мы должны заметить и развивать эти таланты. Они в плане, вот даже вместе мы составляем и тестовые задания, мы составляем вместе. Потом сколько презентаций учащихся. У нас даже был конкурс на День открытых дверей. И так тоже на неделе русского языка вот недавно проводили. Презентацию учащихся на самые разные темы. Вот. В честь 300-летия Мактумкули была хорошая презентация. Туркменистан, цветущий край, была хорошая презентация. На литературные темы, самые разные. Потом также у них дети очень хорошо вот изображают эти произведения. Вот посмотрите, какая картина. Вот автор этой картины Аширова Айгуль. Это ученица 11 Б-класса. Вот сейчас на неделе русского языка она в Дню независимости картину, да. Картину сама, сама рисовала, да, сама. Вот. Или, например, сейчас вот такую газету выпустили «Великий русский язык», пожалуйста, тоже Хадырова Айсана. Да, это на неделе русского языка. Вот. Нурклычева Джерен, ученица 9 класса. Вот, пожалуйста, Мактумкули тоже написала такую картину. Вот. Об Александре Сергеевиче Пушкине, его стихотворение «Зимний вечер». Вот так дети изобразили зиму прекрасную, ясную, яркую. И вот здесь даже как бы его стихотворение написали вот здесь. Вот. Ну, очень много работ. У меня по творческим работам очень много, но это занимает времени много. Вот. Здесь у меня тоже такой альбомчик есть тоже. Вот, да, творческие работы учащихся, и здесь столько много и картин всяких, и кроссвордов, вот все наши дети, вот, и мы направляем, если у вас есть талант, может, вы подумайте, может, какую вы выберете профессию, если у вас такое призвание есть. Дети очень талантливые, очень. Сколько тестов, сколько презентаций. Вся эта работа сейчас невозможно все это об этом рассказать, но талантливых детей много. Надо заметить талант и развивать, и направлять наши задачи. Şu sözde maqatı insermenler muallimler, yani bize ferad oturan pedagog işgärlere degişli, yani sözde meni görede qaytalap beren muallim mümkün bolana çağany gözlemek. Что обязательно мы должны увидеть в ребенке способность, и если способность есть ребенка, развивать, а не стоять на месте. Если я вижу, что у него клон идет на русский язык, все, я уже предлагаю, не хочешь ли ты, допустим, посвятиться вот Олимпиаде, чтобы где-то только потом, может, ты станешь учителем русского языка. Но не обязательно. Самое главное, что есть талант. Если есть талант, все, мы уже начинаем работать. Я горжусь тем, что уже более 30 учителей сделала русского языка, преподают русский язык. Языки надо изучать. Языки, они как бы создают дружбу между народами. Обязательно нужно дружить. И только на хорошей, на доброй основе, чтобы они изучали это все. Вот поэтому здесь, конечно, должен учитель работать, а не просто так сказать, ты молодец, а работать, развивать ребенка. И вы видите, талант идет, и вот как они картину, какие рисуют, какие они презентации делают, какие мы тесты делаем прекрасно вместе, совместно. Конечно, я учитель, я должна исправить где-то что-то неправильно, но развивать талант. Да. Вот сейчас тоже, сейчас начинаются Олимпиады, вот готовим и 11, и 12 класс, и 9, и 8. Вот сейчас посмотрим, какие будут результаты. Потом на государственную Олимпиаду, если, конечно, пройдут. Есть у меня дети, которые сразу пойдут. Садыева Гульджамала, она сразу идет на государственную Олимпиаду. Она в прошлом году заняла 2 место на государственной Олимпиаде по русскому языку. Да. В этом году она тоже будет обязательно участвовать. Сразу она туда, на государственную будет.
В общем, посмотрим на результаты. Это кропотливая работа, это переживание. Потому что когда Олимпиада, я как будто сама иду на экзамен, переживаю, работать. Поэтому, знаете, учителем быть не просто так надо отсиживаться. Это прям нельзя так делать. Это нам доверили, родители детей доверили. Мы должны их поднимать, развивать, воспитывать. Если что-то неправильно, нужно обязательно объяснять, что это неправильно. И, конечно, развивать детей. Ne şu birlikleri katı doğru birlikler hormatly ilaçlar. Ne şu olimpiyada doğrusunda bir ilaçlarını aytıp bereken näil çağalar tayarlanýan nähili sizin ýanyňyza gelýär. Şo boýunça bir aýtsaňyz. Ну вот мы ведем уроки, да, и, конечно, вот сразу видно, какой ребенок на что способен. Да, если видно, что ребенок хорошие вот, знания качественно показывает по русскому языку, литературе, хорошая речь. Вот. Поэтому здесь, знаете, нужно работать, очень долго, длительно работать, а не так, когда 1-2 дня осталось. В течение всего года надо работать с ребенком. Мы, например, как вот у нас уроки кончаются без 10-2, да, вот дети немножечко отдыхают, и мы после уже школы сидим, работаем, и работа у нас самая разная. По литературе у нас отдельная работа, по русскому языку у нас отдельная работа, теория, практика, над пословицами, над поговорками, над фразеологизмами. В общем, работа у нас объемная. Там у детей где-то вот такие вот типа тетради. Вот. Обязательно нужно неологизмы, синонимичные фразеологизмы, антонимы, антонимичные фразеологизмы. Самые разные правила орфоэпического произношения, как правильно поставить ударение, как правильно разобрать по составу. Это очень емкий труд и длительный труд. 1-2 днями, месяцем не обойдешься. Надо постоянно работать. Конечно, давать отдых для ребенка. Но результатами этой кропотливой работы, конечно, есть большие результаты и в городе, и в вилаяте, и в государственном масштабе. Ну, почти что каждый год мы по 2 государственных мест приносим по русскому языку. Вот в этом году, например, Рахман Бердыева Ширин, Садыева Гульджамал, ученица 11 класса, Рахман Бердыева Ширин, 11 класс, Ширин, 6-летки, 11 класс, тоже заняли государственные места. Вот. В прошлом году, позапрошлом году, ну, мы каждый раз вот приводим, есть у нас результаты государственных олимпиад. Я сама тоже была награждена дипломом в качестве благодарности. Guljamal tuğulama berde Türkmenistan Bilim Ministrliği tarafından fiilanan diplomlar berde gatken. Он devam ediyor. Да. И все дети учатся в высших учебных заведениях. Сейчас несколько человек учатся в Государственном университете имени Мактумкули, несколько моих учеников на филологическом факультете, в Туркменском национальном институте мировых языков имени Азади тоже учатся несколько студентов. Все они мои ученики. Где-то более 30 уже моих учеников стали учителями русского языка. Они везде, они в Балканабаде, в Ашхабаде, в разных местах они работают учителями русского языка. Я этим польщена. Есть какой-то результат. Дай Бог теперь, чтобы они тоже дали плоды, чтобы они также работали с детьми, любили свою работу. Например, в нашей школе Давыдова, раньше она была Гурбанова, сейчас она замужем уже, Давыдова Хатиджа Кулиевна, учитель русского языка, специализирован в 22-й школе. Даже Арбатова Аразгуль, в средней школе номер 18, город Джабел в 8-й школе, Атабаева Дуня Гузель, Нуреева Манбиби в Ашхабаде работает учителем, Анамраду Казалгуль работает в Ашхабаде учителем русского языка, Сапарова Кумиш работает в Ашхабаде тоже учителем русского языка и также заучем. Ну, всех не упомнишь, они все почти что. Сейчас в этом году окончили Атабаев Меджид, окончил Национальный институт мировых языков, и Лейла Османова. Они сейчас преподают Камиле у нас русский язык. В общем, везде они есть, мои ученики. Я очень горжусь этим. Да, всегда общаемся с ними. Mehmani ilaçlar ine şu sohbetleşmenin devamında Guljamal öğrenmeni bir bira oturan bir medala gözüme düşýär. Mümkin bolsa Guljamal öğrenmeni
şu alan devlet yılına barada bize aytıp berseňiz. Да, я была награждена в 2016 году медалью за любовь к Отечеству. Вот так вот. Я, конечно, была горда. Наш уважаемый национальный лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, да, председатель Халкы Маслахаты, герой Аркадах, вот была удостоена вот этой медали. Yan yakynda yurdumyza geçirilen halk maçlarına da gatnaşypdyňyz. Şu Да, arada da aýtsaňyz bolar. я была участницей Халкы Маслахаты, да, тоже очень большая гордость. Очень много интересного мы услышали от председателя Халкы Маслахаты, национального лидера Туркменистана, героя Аркадага Гурбангулы Бердымухамедова, вот, и героя Туркменистана Сердара Бердымухамедова. Очень много хороших, добрых наставлений, особенно уделили внимание педагогике, что у нас должно открываться очень много лицеев, училищ, что обязательно использовать на уроке инновационные методы обучения, вот, развивать нашу молодежь. Мы горды тем, что нам еще подарили такие хорошие книги. Вот, пожалуйста, Макуле, очень хорошая, ценная книга. Да. Дальше и ноутбук какой хороший, который я сейчас использую, пишу конспекты. Gülcemal Ören'e, ne bize seyredip oturan iyileşlerin arasında muğullimler var, ateneler var, gelecekte muğullim olacak, hünermenler seyredip oturuyor. Şunlara verecek maslahatlarınız muğullim. Да. Конечно, вот учитель, он должен всегда взаимодействовать с родителями, обязательно иметь контакт с родителями. Воспитание ребенка, образование зависит, конечно, от школы много что, но и от семьи. Поэтому родители и учителя, они должны быть спаянно работать. Они всегда должны быть в курсе событий их детей, пока они находятся в школе. В общем, воспитать такую высокоразвитую личность, воспитанную, конечно, должна проводиться работа между родителями и детьми. Родители – это большая подмога, дом – это очаг. Первое начинается оттуда. Все, что делается в доме, передается ребенку. Поэтому ваша задача, родители, чтобы вы тоже воспитывали детей, чтобы они были, конечно, хорошими, добрыми людьми. Gülcemal Ören'e, siz her yılda şu hüneri korlandırış merkezi tarafından muğullimlerin hüneri korlandırışını hünerini korlandırmakta ya kamilleşmek için her yılda geçirilen şu leksiya tapaklarına da siz tapak berýän ekeniňizni şolar barada siz burun merakňyz. Ну, у нас в год по 2 раза проводятся вот эти семинарские занятия. Вот, приезжают учителя со всего вилаята, вот, и я являюсь лектором этих семинаров. Вот, более 30 человек приезжают, и мы обсуждаем самые разные темы. Да, то же самое, использование наглядных пособий, особенность подготовки к Олимпиаде, активизация деятельности учащихся на уроках языка. Проводим разнопланово. Даже иногда с учителями я провожу брейн-ринги, да, интеллектуальные работы. Очень интересно проходит. Иногда какую-то музыкальную нотку вставляем. И, в общем, учителям очень интересно, познавательно. Уходить не хотят. Хорошо проходят лекции. Gülcemal Ören'e şu beren täsirli bolmagyny üçin Tama pedagoglar özüp taslamamlarından size köp sag bolsun aýdýar. Bize seyredip oturan iýleşlerine aýtjak ýürek arzuwlaryny. Так, уважаемые учителя, я вам желаю всем творческого потенциала, любви к детям, любви к своей работе. Будьте все здоровыми, крепкими, хорошие. Пусть на земле у нас будет мир. У Нура Байрама хорошие слова есть. Что такое радость? Радость – это в небе птичьи перелеты. Радость – это рокот мирных самолетов. Радость, если громко распевают дети. Радость – это вот что, мир на всей планете. Пусть будет мир на земле. Sağ olun muğullim. Gaty şeýle bir gowy jemlediňiz bolan. Dogusy özünden täsirlendik. Mehman iýleşler. Ine şunky mertebatly gitleşimizin nowatdaky sanyny geçirip gutarýar. Sizin ilmadama janyňyz sag, ömrüňiz uzak, tutýan tutumly işleriňiz ilmadama rawaç bolan arzuw edýär. Tama pedagoglar özüň tatlamasy muğullimler bilen.